Друзья, всем здравствуйте. Я вас буду звать друзьями, потому что многие из вас уже действительно стали для нас друзьями. Спасибо вам, что пришли на нашу сегодняшнюю пресс-конференцию и встречу, где мы ответим на ваши вопросы и расскажем о интересной экспедиции, которая проходила по большей части, арктической части Якутии. Проходила через два водораздела рек Яна и рек Индигирка. И за время этой поездки мы сняли огромное количество уникального фото-видео-контента по возвращению на Землю, на Большую Землю, из которого мы будем делать большой видеодневник для YouTube. Я думаю, серии 30-35 будет. И еще порядка месяца, наверное, будут выходить посты и сторис в наших соцсетях, потому что материала отсняли очень много. Я сейчас представлю всю команду, расскажу о концепции проекта и после этого с удовольствием ответим на ваши вопросы. Если вы хотите отвечать на вопросы, необходимо будет подойти к микрофону, потому что данное событие у нас транслируется в режиме реального времени для YouTube, и для того, чтобы зрители в YouTube тоже увидели, необходимо будет говорить в микрофон. Давайте представлю команду. Меня зовут Богдан Булчев, я организатор и руководитель этого проекта. Справа от меня Александр Еликов. Саша – руководитель полярной части экспедиции, отвечает за прохождение как раз по торосам, планирование маршрута по морям, по местам, где нет никаких дорог. Еще справа Александр Коваль. Саша – арктический фотограф, уже несколько лет в нашей команде, и 90% фотографий, которые есть в аккаунтах участников, это, собственно, фоторабота Александра Коваля. И фотографии, которые вот за моей спиной, это тоже работа Саши. Слева от меня Павел Гузанов. Паша занимается координацией нашего проекта и, так скажем, вместе с большой командой находится на материке и оттуда координирует какие-то вопросы, которые мы не можем решить, находясь в полях или где-то во льдах арктических. И Влад Паранго. С Владом мы работаем с 2015 года. Влад в нашей команде уже давно. Вот, периодически в некоторые проекты он не ездит, но в большую часть проектов он с нами. И поэтому именно та картинка, которая будет на YouTube, примерно где-то 70% это снято Владом. Вот. 30 всего лишь снято мной. Если в двух словах про проект, я расскажу сейчас про проект, Саша расскажет уже про арктическую часть. Очень давно мы думали про Новосибирские острова, еще до того момента, когда мы не были одной командой, каждый по отдельности о них думал, хотели до них доехать, но по тем или иным причинам Новосибирские острова были недоступны. Так было. И вот в этом году мы наконец собрались силами, собрались с идеей, с концепцией и решили ехать на острова. Но решили не просто добраться до Новосибирских островов, а сделать большой круг, пройти всю реку Яна, посетить труднодоступное село Юкагир. Сам путь до Новосибирских островов у нас проходил по маршруту экспедиции барона Толя и лейтенанта Колчака, которые искали, соответственно, землю Санникова, а вторая искала саму эту экспедицию барона Толя. И после этого мы сменили водораздел, выехали из водораздела реки Яна в водораздел реки Индигирка, спустились до Восточно-Сибирского моря к Русскому устью, Чукурдаху, посетили национальные села, многонациональные села, и уже по реке Индигирка поднялись вверх и через Индигирскую трубу, через Мому выехали на федеральную трассу Колыма. Перед этим мы были на полюсе холода Аймикон и полюсе холода Верхоянск, обязательно побывали на двух, потому что они действительно оба являются полюсами холода. Аймикон является полюсом холода, так как там среднестатистическая температура считается самой низкой, а Верхоянск – это то место, где самая низкая температура была зафиксирована разово, и плюс самая высокая в Заполярье. Вот, поэтому мы посетили эти места и заехали в Магадан, на мою родину, сделали круг по Золотой Колымской трассе, то есть туда уехали по Тенькинской, назад вернулись по Колымской
И через 1,5 месяца, через месяц там, и 2 недели мы оказались опять здесь, в Якутске, где у нас было место старта. Вот примерно вкратце о нашем проекте. Теперь про его арктическую часть расскажет Саша Еликов. Да, ну тут нужно рассказать то, что Якутия у нас является, ну, наверное, самым уникальным регионом страны в том плане, что здесь 70% автодорог – это зимники. Их тысячи и тысячи километров, и чтобы увидеть Якутию вот так, как видим ее мы, то есть просто ехать на автомобиле, то ее нужно посещать зимой. То есть в этой республике, это точно я могу сказать, объехав всю Арктику, в этой республике нигде, ни в одном арктическом регионе не делается столько зимников, вот так вот скажем. То есть в этой республике практически к каждому поселку пробивается зимник. Даже где-то, может быть, есть разовый зимник, как Юкагир, но он все равно будет пробиваться. То есть вот тот же Юкагир, он является 100%, я посетил все арктические поселки Якутии, он является точно самым труднодоступным. Почему? Потому что зимники официальные, федеральные, заканчиваются в поселке Нижнеянск, это практически устье Яны, и оттуда 200 километров нужно двигаться по морю Лаптевых, по льду. Что такое море Лаптевых? Это всегда нестабильный лед, это всегда торосы, это всегда трещины, причем трещины до нескольких метров шириной, и уже ближе туда, к самому Юкагиру, могут быть вообще разводы большие, то есть может сильно раздвигать льды, особенно в начале зимы и в конце зимы. И, соответственно, когда расходятся поля, то появляется нилос, это тонкий лед, его заметает также снегом, и ты не видишь, то есть можно легко утонуть. Вот. И поэтому туда не делается никогда официальный зимник, туда разово собирают колонну, колонна бывает достигает до 200 машин, и разово идет ледовая разведка, и вот их завозят один раз, то есть уголь, топливо, продукты, какие-то стройматериалы. Один раз в год это все завозится, тут же под контролем дорожников это все выводится оттуда, эта колонна, и снова все. То есть снова трещины все раздвигаются, и проезда туда никакого нет. Вот. И наша давняя мечта, вот общая с Богданом, была уже много лет посетить Юкагир. Вот именно из-за того, что посмотреть, как там живут люди. Они не просто там отрезаны, да, а это... Ну, представьте, люди, ребята, дети, которые уже там по 11, по 10 лет, они первый раз в жизни сидели в автомобиле и первый раз в жизни ехали, пассажирами в автомобиле. То есть, представьте, насколько этот поселок труднодоступен не только для автомобилиста, а вообще, в принципе, для любого человека. Вот. А сами Новосибирские острова, это уже как бы второй наш был шаг, и самая дальняя точка, это была метеостанция Кигелях, который находится на острове Большой Ляховский, в западной его части. И остров Большой Ляховский отделяет от материка от 50 до 70 километров пролив. В самом узком месте там проехать вообще нет никаких шансов, потому что там очень сильно торосит, очень течение, ветры, получается как труба между островом и материком. На материке это мыс Святой Нос, это то место, где ты стоишь, и слева у тебя море Лаптевых, справа у тебя Восточно-Сибирское море. То есть достаточно знаковая точка для всей республики. Вот, и тем более для путешественников, которые до туда пытаются добраться. Вот. И вот пролив был еще сложнее, потому что вот эти около 70 километров у нас получилось, мы с пешнями, лопатами и коптером, который поднимали несколько раз, чтобы осмотреться, мы ехали 2 дня практически. То есть сильнейшее торошение, которое невозможно, на крышу машины приходилось залезать там в день по 10, по 20 раз, чтобы там осмотреться, и это не помогало, поднимали коптер, смотрели, опускали, снова ехали, снова. И, то есть, пройдя вот этот маршрут, пробив дорогу, найдя оптимальный маршрут и разрубив торосы, сделали в этом году, мы можем даже этим немножко гордиться, то есть обычно говорят, что местные помогают, да, путешественникам. В этом году мы можем гордиться тем, что мы для местных ребят, для Казачьего, для Устьяны, для Юкагира пробили дорогу, они все у нас попросили трек, потому что они завозят, там на Новосибирских островах есть оленеводы, плюс там много лицензионных участков для добычи бивня, а это является одним из основных доходов поселка Юкагир.
Вот. Это все официально. И ребятам мы многим скинули вот этот трек, потому что они пытались проехать на снегоходе за пару месяцев до нас, тоже 2 суток с ужасным трудом, они выбрались оттуда и просто не представляли, как они снова туда поедут. А сейчас там есть дорога, которую 6 упертых путешественников прорубили торосами, и мы прям, я говорю, горды за то, что ребята абсолютно спокойно будут по ней ездить. Обратно мы проехали за часа 3, наверное, да? Да, за 3 часа эту дорогу. То есть, можете себе представить, какой объем работ был сделан в торосах. То есть 2 дня и 3 часа. Вот как-то так. Основная была задача, которая была на моих плечах, это вот этот вот кусок от Нижнеянска через Юкагир до Новосибирских островов. Если говорить про географическую точку, то, безусловно, это были Новосибирские острова. Но в последнее время мы начинаем пересматривать всю концепцию наших путешествий, и географическая точка нужна, как спортивный интерес, раз, как достижение какого-то интересного места, где не были другие путешественники, 2, и 3, наверное, для привлечения инфоповода к проекту. Но это не основная цель. Я чуть-чуть поправлю, да, не основная цель, но всегда при любых наших путешествиях географическая точка всегда знаковая, интересная, и ее однозначно нужно посещать. Однозначно, да. Я к тому говорю, что есть еще вторая цель, которая немаловажная. За эту поездку нам удалось пообщаться с невероятным огромным количеством разных людей. Я вам могу сказать, что Республика Саха-Якутия напоминает Россию в миниатюре. Здесь такие же необъятные просторы, здесь очень красивая природа, здесь многонациональные люди живут, абсолютно много малочисленных народов севера, которые населяют эту территорию. Здесь абсолютно разные культуры, она богата ископаемыми. То есть вот это Россия в миниатюре. И вы знаете, нам удалось не просто пообщаться, а удалось снять на видео огромное количество интересного и уникального контента с людьми, которые живут настолько далеко, что цивилизация их еще не успела испортить, и они вот прям вот настоящие, такие как они не потеряли свою внутреннюю самоидентификацию. И это, конечно, стоило нам дорогого. И все это вы, конечно, сможете увидеть на канале про путешествия, куда вам обязательно надо подписаться, кто это еще не сделал. И совсем скоро в постах мы тоже обо всем об этом будем рассказывать. И в этом году мы впервые перешли от съемок фильма Full HD, мы снимали все в 4К. То есть это будет не просто интересно, это еще будет и очень большая, красивая картинка, которая до мельчайших подробностей постарается передать и визуал того, что мы видели там. Вот примерно так. Поэтому давайте так, если у вас есть какие-то вопросы, можно будет их задавать, мы с удовольствием на них ответим. Не стесняйтесь, подходите к микрофону, задавайте вопросы. Здравствуйте, Богдан. Здравствуйте, команда. Вот у меня такой вопрос возник. Вы сказали, что Юкагир — это была ваша давняя общая мечта, да? Скажите, пожалуйста, как вы узнали об этом поселке? Потому что мы, живя здесь, в Якутии, не так много знаем, как, видимо, вы о нем. Спасибо. Я скажу, как я узнал, а Саша расскажет, как узнал Саша. В свое время я, как и все, в детстве посмотрел фильм «Земля Санникова». И я просто поразился этой историей, которая была. Понятно, что эта история была написана в художественной форме обручем, и фильм снят по его роману, но в основе лежали настоящие события. То есть Санников увидел очертания земли, которая виделась с северного побережья острова Котельный, и на поиски этой земли отправлялось много экспедиций. И вот одна из экспедиций как раз отправлялась из Юкагира, то есть она проходила через Юкагир, Казачья, и это экспедиция барона Толя, которая отправилась на поиски. И самое интересное, что барон Толь для своей экспедиции одного из каюров взял именно из Юкагира. И у него было несколько выходов, и за хорошие походы одному из каюров он подарил даже свой именной компас, который сейчас находится в вашем национальном музее в Якутске. Представляете себе? Компас барона Толя, подаренный юкагирцу, каюру. И сейчас в этом селе проживают предки этого каюра.
И как и раньше, сотни лет назад мужчины были каюрами, охотниками, рыболовами, оленеводами, а женщины отвечали за уют, за домашний очаг и шили одежду, которая согревала мужчин. И вот сейчас правнучка каюра, сопровождающего барона Толя, до сих пор шьет торбаса, и они считаются одними из самых лучших вот на этом северном побережье. И, собственно, нам она тоже, вот у нас 2 пар торбасов в команде теперь есть оттуда. И вот мы, зная это, ехали туда, понимая, какая историческая составляющая в этом поселке. А уже когда приехали туда позже, мы еще узнали столько всего интересного, что эта вот часть с бароном Толем – это только маленькая капелька вот того интересного, что происходило в этом уникальном поселке. Да, ну а я, так как я всегда был путешественником, еще будучи совсем маленьким в школе, потом в институте и уже когда работал, я всегда мечтал объехать всю страну, и не просто объехать, а больше 25 лет назад я узнал о таком путешественнике, велосипедисте Травине. Вот велосипедист Травин объехал СССР по периметру, то есть вдоль границ. Он на своем горбу протащил велосипед, в том числе по всему побережью Арктическому. И изучая подробно его маршрут, понятно, что я изучил все очаги цивилизации вдоль побережья. И у меня, когда я начал работать профессиональным водителем, а я больше 20 лет проработал на Уралах, КАМАЗах и прочих грузовиках в Арктике, то есть вот эти все северные дальнобойщики, это как раз я. Когда меня спрашивают, а кто у вас проводник, мне всегда это вызывает улыбку, я говорю, обычно я для всех проводник. Вот, не для нашей команды, а вообще в принципе в Арктике. Вот. И у меня была давняя мечта, ей больше 20 лет, обогнуть Россию по периметру на автомобиле. И Арктика – это самый сложный этап, который я еду уже второй десяток лет, в том числе Якутия уже не первый год. И когда первая у меня была попытка попасть в поселок Юкагир, это был 2015 год, 2016 год. У меня проект назывался «Море Лаптевых от края до края». Я доехал до мыса Челюскин, это западная граница, и ехал до восточной границы, до мыса Святой Нос, и это как раз поселок Юкагир. То есть он был давней мечтой. Тогда у меня по ряду причин мне пришлось за поселком Нижнеянск развернуться и проехать уже по зимникам, вот, не выходить в открытое море, скажем так. Вот, и сейчас уже совместно с Богданом вот мы наконец-то попали. То есть у меня со второй попытки. Поэтому Юкагир был в мечтах давно, как и Нижнеянск, как и Тикси, как и Диксон, как и все остальные арктические поселки. Русское устье, в том числе в Русском устье Травина спасли от гибели. И когда я приехал в Русское устье, прям эта вся история у меня всплыла в глазах, когда его именно там приютили. Ну, слава богу, у нас сейчас условия немножко другие, и не пришлось нас спасать. Вот. Так что вот Юкагир – это давняя мечта. Да. Во-первых, я вас хочу поприветствовать, что вы стали гостями нашей прекрасной республики и для многих, наверное, регионов, да, в целом. Я думаю, что вы являетесь очень большим примером для подрастающего поколения, для многих людей, которые за вами наблюдают, и вы тоже исполняете частичку их мечты. И я очень рада, что вы осуществили часть своей мечты и будете продолжать осуществлять. От имени, наверное, себя и многих, люди больше, живя даже в городе, не успевают посещать те уникальные места, увидеть северное сияние, которое вы видели, и первозданную природу, которая детронула человека. Это является очень огромным богатством души внутреннего, то есть вашими глазами, вашими ушами многие люди могут во всем мире увидеть нашу Якутию. И вы делаете огромный вклад для развития нашей республики и России в целом. И хочу добавить, что благодаря вам, для меня, например, как я преподаю йогу, для себя мне это очень важно, было бы классно, это такой вопрос уже, были ли вы на местах силы, то есть где есть сакральные места? Знаете, я вам скажу, что, наверное, вот на севере и в Якутии в частности количество мест энергии огромное, просто невероятно большое.
И есть несколько мест, которые, как говорили местные, очень приятно приезжать вот в какой-то улус или в отдаленный поселок и общаться с местными. И они говорят, вот там, допустим, здесь кигеляхи, вот на них эти отдают положительную энергию. Сюда можно ходить. Вот на это место ходят только мужчины, женщины сюда не ходят. Вот в это место, наоборот, ходят только женщины, мужчины сюда не ходят, потому что здесь женская энергия. И вот такие места, много интересных мест мы посещали, про них тоже будем рассказывать в сериях фильмов, в постах. И еще, вот знаете, не хватило только общения с людьми, то есть мы понимаем, что на самом деле была очень большая утрата во времена, в середину 20 века, когда шаманизм как таковой был практически истреблен. Это действительно так. И потомков их очень мало. Но, тем не менее, приезжая в некоторые поселки, мы узнавали информацию, что вот здесь жил сильный шаман, что вот там про некоторых даже есть в музеях отдельные прям, так скажем, выставки. И предки этих шаманов, то есть потомки, вернее, дети, внуки, они тоже имеют какую-то вот энергию, к ним приходят. И вот мы отменили порядка 2 или 3 встреч, потому что как раз те люди уже были в пожилом возрасте, и из-за пандемии, из-за всех этих вопросов мы вот, люди говорили, давайте перенесем эту встречу, ну, потому что... И вот у нас 2 встречи, так скажем, не получились, но я думаю, мы обязательно вернемся туда, чтобы все-таки подснять. Вообще огромное количество здесь мест силы. Но самое главное, знаете, что по мне, сама природа здесь невероятно мощная, вот просто невероятно мощная. А представляете, какие мощные артерии рек. На большинстве этих рек нету никаких ГЭС, нету никаких сооружений, здесь нет никаких заводов, нет никаких там фабрик, которые бы выбрасывали куда-то какие-то свои отходы. Невероятное количество лесов, озер просто, мне кажется, их не сосчитать при всем желании. И сама арктическая часть. То есть, мне кажется, вся Якутия – это большое место силы. А национальную одежду примеряли? Я вам больше скажу, вы прям вот забежали немножко вперед. Вперед. На поездке на Новосибирские острова меня посетила одна очень интересная мысль. Мы решили вернуться сюда, только уже снять некий фильм, который бы рассказывал про малочисленные народы и про народы, которые заселяют территорию земли Аланхо. И получается, мы хотим взять собачьи упряжки. Скорее всего, это будут еще олени упряжки. Возможно, это будет еще лошадь. И будет современный вид транспорта. Мотособака, либо снегоход, может даже лыжи. И вот каждый из этих людей будет одет в соответствующую одежду, которая будет соответствовать его виду транспорта. То есть человек, который будет ехать на снегоходе или на мотособаке, будет одет в современную экипировку Red Fox, будет спать в самой технологичной палатке, в самом технологичном спальнике. Человек, который будет ехать на собаке, будет одет в национальную одежду, там в торбаса, во все полностью в кухлянку, и будет спать просто в шкуре оленя или нартах, укрывающих вокруг себя собаками. То есть это вот мы полностью постараемся воссоздать вот эту всю вещь. Оживить историю. Оживить историю и дать возможность проехать по сложному маршруту. То есть, скорее всего, это будет маршрут до Новосибирских островов, но на этот раз мы поедем уже до самой северной части острова Большого, Котельного, Большого острова. Да, до того места, откуда видели землю Санника. Да. Вот. И уже непосредственно там это будет и соревновательная часть, кто быстрее доедет, и интересная часть, кто как будет чувствовать, потому что одно дело, когда ты везешь топливо и заправляешь там снегоход, второе дело, когда ты едешь на собаках, и тебе нужно кормить 8-10 собак, это вот совсем другое. Вот. И посредством как раз вот этого мы постараемся передать максимально этнос, потому что сейчас, вы сами прекрасно понимаете, мы живем в такой век, что если тебе не нравится какая-то информация, ты делаешь скролл, делаешь свайп, и все, информация ушла. Если нравится, ты ставишь лайк, либо делаешь репост и читаешь ее, или смотришь это видео. И вот для того, чтобы люди смотрели, историю нужно подавать по-современному. Если ты будешь подавать историю в формате
экскурсоводов или тех, кто вот, ну, как бы так монотонно, вот, да, сухо рассказывает, она точно не зайдет. Вот точно не зайдет. Поэтому мы будем стараться подавать вот эту новую информацию в соответствии с современными трендами, которые сейчас есть в подаче в соцсетях и в YouTube. И отвечая на вопрос про национальную одежду, ну, торбаса от каюра барона Толя у меня уже есть. Шапку и шаровары меховые я заказал в Оленегорске у рукодельницы, она сама якутка, пожилая женщина, сказала, что не возьмет с меня ни рубля. Я там говорю, да давайте как, она говорит, ничего с вас не возьму, но мы договорились с ней, что как будет готово, она мне скинула свой размер, и я отправлю ей экипировку Red Fox современную, она, соответственно, пришлет мне национальную одежду. И в Чукурдахе мы заказали кухлянку, заказали ровдужную рубашку еще какую-то, то есть вот заказали полностью набор, там, перчатки, еще куча всего, как раз все то, что необходимо, чтобы не замерзнуть в тот момент, когда я буду ехать на собачьей упряжке до Новосибирских островов. Так что да, национальную мы используем. С миру по нитке, да? А этот момент такой хочется. А с музыкальными инструментами вы что-нибудь придумали? Вы такие творческие, оказывается, у вас столько идей. Ну, у нас, наверное, ну, по крайней мере, 2 человек точно играет на хумусе. Но у нас, я пока не буду открывать вот фамилии, но скажу, что мы сейчас ведем переговоры с очень известным российским исполнителем, это рэп-исполнитель, и еще с известной девушкой, которой мы хотим, чтобы они записали саундтрек к нашему видео. Собственно, мы, в свою очередь, передадим им видеоряд, который станет их клипом этой песни. Эта песня станет саундтреком нашего тизера и, возможно, фильма. То есть у нас есть некое ТЗ, потому что там должно быть обязательно сказано про Якутию, про людей, про природу, про мороз, про северное сияние, про Арктику, про все, про все. Вот. И сейчас ведем переговоры. То есть, в принципе, вероятность того, что это будет, примерно где-то 90%. Знаете, я так удивлена, 90% у меня откликается с вами то, о чем вы говорите. Я недавно познакомилась с прекрасными людьми, которые творчески очень мыслят, и у меня есть сценарий, и про территорию как смыслов его называют Департамент развития туризма, и у меня есть сценарий, который идентично совпадает по передаче то, чего вы хотите. Могу ли я поделиться с вами этим сценарием и часть внести от своего внутреннего мира? Да, конечно, без проблем. Классно? Когда закончится пресс-конференция, подходите. И... Хорошо, спасибо. Я закончу. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Если есть еще у кого-то вопросы, с удовольствием ответим на них. И пока вот кто-то думает над вопросом, я расскажу, вот добавлю как раз от Богдана, что да, именно давно, много лет мы уже путешествуем по Якутии, и чем больше мы по ней ездим, тем больше мы понимаем, что мы практически здесь ничего не видели. И с каждым годом проектов по Якутии все больше и больше. И, как правильно сказал Богдан, Саха-Сире – это одно большое место силы. И когда ты уже сюда приезжаешь, где бы ты ни был, ты понимаешь, что ты готов поклониться этой земле в любом месте. Это реально так. И по этому поводу у меня огромное количество подписчиков спрашивает, ну почему ты не поедешь? Арктика ж такая большая. Это знаете, а как можно поступить в университет, когда ты еще не закончил 11 классов? Поэтому тут невероятное количество мест, в которых мы еще не были, и нельзя перескакивать. То есть нужно сначала вот как бы изучить все здесь. Тем более исторически Якутия всегда была неким форпостом больших экспедиций и больших исследовательских проектов. Здесь просто вот исконно были места, откуда стартовали куда-то в дальнейшем в северные места. Поэтому история, она такая, что ее нужно чтить, уважать и любить. Вот поэтому мы у вас здесь такие частые гости. И как раз по поводу истории, да, вот все понимают, что музей, да, ты пришел, посмотрел, что-то тебе рассказали, может быть, экскурсовод попадется такой интересный, харизматичный, ты что-то запомнишь, но все равно музей так не заходит, когда человек видит эту живую картинку. То есть и вот как раз-таки
мысль о поездке на собачьих упряжках – это как раз вот это вот оживление музейной экспозиции и оживление истории. У нас, к сожалению, может быть, к счастью, очень сильно утрачены уже вот эти вот все исторические, та же одежда, жилища, то есть сейчас живут в совсем других жилищах, совсем в другой одежде ходят, да. Но да, понятно, что где-то она лучше, особенно жилье, да, вот мы разговаривали с бабушкой, со старой в Русском Устье, она говорит, ну, конечно, тут, говорит, вот батарея теплая, окно пластиковое, то есть, говорит, конечно, сейчас лучше намного жить, но помнить же историю надо, и чтобы ее помнить, не надо для этого снова перейти в юрту, да, и дети, чтобы начали играть какими-то там кусочками костей, а просто ее воссоздать, то есть и показать об этом, как люди жили именно вот в таком формате лайфа. И я думаю, это будет очень интересно. Давайте я еще дам слово нашим ребятам, кто отвечал за медиа. Дам слово Саше Ковалеву как раз. Наверное, Саша, вот ответь на вопрос. Я сейчас сразу забегая вперед, вот скажу единственное, что вот я в этот раз Саша не отработал только одно. Я поздно вспомнил, что вот можно было бы сделать. Мы видели невероятное количество интересных людей, и мы на свое упущение не сделали их портреты. У нас есть общие фотографии с этими людьми, а портретов мы не сделали. И вот в следующий раз, если Саша не сделает портреты, то мы его с собой не возьмем. Расскажи, Саша. Нет, они меня возьмут с собой, только, наверное, оставят где-нибудь посередине. На самом деле, нам бывает проект делать вообще изначально. Было бы очень интересно собрать какую-то экспозицию портретов людей, которых мы встречаем по дороге. Вот я с ребятами уже езжу 3-й год, и у нас постоянно какие-то такие места, до которых трудно добраться, да, и сложилось ощущение, что с такой командой нет мест, куда нельзя добраться. Есть места, просто до которых надо ехать чуть дольше, чем обычно, и чуть медленней. Вот. Влад. Нет, подожди, ты расскажи, вот смотри, ты же фотографировал, расскажи, давай так вот, расскажи, что тебе больше всего понравилось? Вот есть же что-то, что прямо из всего тебе понравилось больше всего, ну, помимо вот этих милых Олежков. Слушай, на самом деле, я вот езжу уже 3-й год, и, наверное, это все-таки люди. Мне больше нравятся люди, чем вот, запоминаются больше люди, чем вот на самом деле, наверное, чем природа. То есть я не настолько могу запомнить, где какое там место был, я могу об этом месте вспомнить, если я вспомню человека, которого я там видел. И вот люди помогают запомнить вот эту всю поездку, потому что когда ты приезжаешь, ты находишься дома, у тебя нету такой смены локаций, ты вообще не понимаешь, за что тебя так осудили, заставили дома сидеть, ничто не двигается. И вот первые 2 недели ты приходишь в себя и вспоминаешь, вот ты вот там с кем-то общался, там кому-то мы помогали, там кто-то нам помог, как у нас весело было, где-то мы там толкали машину, вот. Ну, в общем, ты понял, да, чтобы еще лучше вспоминать и самое главное людям показывать это, да. На следующий раз у нас должны быть фотопортреты всех самых интересных людей. Надеюсь, что мы сделаем какую-то выставку, если получится, в Якутии по этим портретам. Да, это было бы здорово, конечно, показать такое. Ну и теперь Влад Паранго как раз отвечает за видеокартинку. Вот, Влад, расскажи свое видение вообще, как для тебя Якутия в целом? Для меня Якутия, я уже не первый раз приезжаю в Якутию, даже с 15 года мы путешествуем в рамках экспедиционного центра РГО-Экспо. И это, по-моему, уже 4-й раз, когда мы проезжаем через Якутию, и каждый раз Якутия для меня открывается новыми гранями. Хотел бы в первую очередь сказать, вот сейчас был вопрос о местах силы, да, я бы сказал о людях силы, потому что на самом деле мы очень подзаряжались от общения с местным населением каждый раз, потому что для нас это были такие оазисы, где мы приходили в себя после суровых испытаний Арктики. И очень понравились еще ритуалы. Такой ритуал мы проходили как хеджи. Вот. Это было на самом деле очень классно. Это, по идее, у нас у русского народа это хоровод. Вот. То есть здесь тоже
хоровод является обрядом поклонения солнцу. То есть и получается, и хеджи тоже это обряд поклонения солнцу, причем там настолько простой, настолько трогательный текст этого хеджа, то есть и, как бы сказать, вместе мы входим в такой как бы такт, ритм и ускоряемся, и где мы были, проводили хеджи, как назывался этот, где бабушка такая хорошая была? Хану, да. Да, это было в Хану, по-моему. Да, в Хану. И там бабулечка, наверное, 78 лет, если она сейчас видит, ей большой привет, потому что это просто невероятная женщина с невероятной энергетикой, которая провела для нас этот обряд хеджи, и мы как заново родились, как-то вот заново готовы наполнились силами для путешествия дальше. И поэтому в следующий раз хотелось бы... у нас мы ограничены по времени, к сожалению, потому что Якутия очень большая, и мы уже 1,5 месяца здесь катаемся, и нас уже ждут и семьи дома. Влад, я чуть-чуть перебью. Вот про силу хотелось сказать. Как раз мы 1,5 месяца в экспедиции, а настроение и ощущение такое, что вот сейчас еще денек, и можно еще на 1,5 месяца уехать, и ты не устал. Да, и какие еще хотелось бы аспекты, да, в Якутии подснять? Это, конечно, шаманизм. И потому что это история, которая, возможно, она, конечно, не затеряется, да, но она сейчас никем не освещена. То есть, и если среди вас есть люди, которые знают контакты настоящих шаманов, то будем очень признательны, если вы поделитесь с нами, потому что мы обязательно должны это снять, и причем несколько дней провести в этом, погрузиться в эту историю, для того, чтобы, так сказать, в данный момент зафиксировать, на каком этапе сейчас находится шаманизм. Потому что дальше пройдет время, он будет на следующем этапе и на следующем этапе. И мы должны это сделать сейчас. И, конечно же, природа, северное сияние, все это просто невероятно красиво. И эти новосибирские острова, которые вдали кажутся миражом, потому что небольшое такое плавание воздуха на горизонте, и кажется, что это мираж. И интересные были еще истории от местных юкагиров, что есть какой-то луч света, за которым люди едут, а это является миражом. То есть многие люди таким образом терялись. То есть они видели на горизонте какой-то луч света, ехали за ним, и он все не приближался и не приближался. То есть вот так вот, то есть очень много всего интересного, и поэтому Якутия — это просто кладезь таинственного, интересного, красивого, загадочного, просто поразительный край. Ты забыл сказать, что мы 2 раза видели такой лучик. И когда нам местные сказали, что вы за ним не езжайте, даже если бы это были снегоходчики, мы сказали, не, мы едем дальше сегодня. Вот. Да, если есть вопросы, можете задавать. Здрасте. Вы сделали такой большой путь, и мне интересно узнать, как там живут люди, какое у них настроение, на каком языке они говорят, и что вы почувствовали, когда вот вы достигли своей цели, да? И какие сложности вы встретили в пути? Спасибо. Все люди внутри очень счастливы. Вы знаете, когда ты приезжаешь в поселок, опять же, вот в Юкагир, и задаешь вопрос, какой у вас средний возраст здесь? И они говорят, что средний возраст 25-30 лет, и 38, по-моему, под 40. То есть они говорят о том, что стариков они вывозят потом в Якутск, а молодежь прибывает, то есть из разных сел. То есть там был, допустим, парень из соседнего села, который приехал сюда и женился на девушке. То есть и наоборот было. Вот это очень приятно. Приятно видеть то, что огромное количество школ, детских садов, спортивных комплексов, фельдшерско-акушерских пунктов, все это есть. То есть в поселочке живет 100 человек, а у них есть все самое необходимое. То есть им не нужно ехать за медпомощью через 3 поселка куда-то. То есть понятно, что нет дорог, нет аэропорта, но все необходимое есть. Сотовая связь есть практически везде, или даже, по-моему, везде. Интернет мобильный есть местами, там, где нет мобильного, есть спутниковая тарелка с раздачей на Wi-Fi, пожалуйста, вот вам интернет. То есть
Проблем с ним нет, есть только проблема со скоростью. Если говорить про внутреннюю самоидентификацию и на каких языках разговаривают народы, то здесь и хорошо, и плохо. Плохо то, что, к примеру, представьте, населенный пункт Юкагир. Последний, кто говорил на юкагирском языке, умер в 1957 году. То есть, как такового юкагирского языка в Юкагире нет. Но зато все говорят на якутском. Все говорят на якутском. То есть, при общении со школьникам даже было тяжело нам изъясняться. Они говорили какое-то слово и потом говорили, как это по-русски, и добавляли. То есть, кто-то там из них добавлял. То есть, говорят сугубо на якутске, и это хорошо. Поэтому здесь вот было бы идеально, если сохранялся национальный язык малочисленных народов, был бы якутский язык и русский. И тогда вы представляете, насколько дети из этих сел были бы полиглотами уже на старте. То есть человек, который знает 3 языка. И причем, как зачастую, языки абсолютно разной же языковой формы. То есть если якутский, то мы говорим, что это тюркский язык. Если мы говорим, что это эвенский или эвенкийский или юкагирский, то это уже финно-угорский, то есть северные языки абсолютно другие. Русский – это 3-й язык. То есть поэтому вот здесь вот, но в некоторых селах есть те, кто учат и русский, и национальный язык, свой, и, соответственно, якутский. Представьте, вот это, конечно, хорошо. И в целом, еще раз могу сказать, что мы ни от кого не слышали, что у нас все плохо. Ни от кого, вообще ни от кого. Они вот абсолютно все, кто там живут, они все довольны. И если есть кто-то недовольный, то они собираются и уезжают. То есть их же там ничего не держит. То есть, грубо говоря, если ты хочешь, они собираются и уезжают. Один там был такой, не буду называть поселок, не буду называть, как его зовут, но он говорил, ты знаешь, я уже 20 лет собираюсь уезжать, вот надо бы уехать. Уже дети вроде выучились и отучились, я уже себе квартиру в Питере купил, уже все, хочу уехать. Я говорю, что ж не уезжаешь? Он говорит, знаешь, там рыбалки такой нет. То есть вот все, человек там, вот он живет, у него все в жизни хорошо. Так что вот прям такие. Да, здесь сейчас я дополню, что там люди по-своему счастливы. Это мир, в котором нету заборов и замков. То есть это мир, где дверь закрывают лопатой или веником снаружи, да. И причем там есть даже коды свои. То есть если просто тапок, то он просто куда-то вот в туалет отбежал. Если лопата, то он ушел в магазин. А если там пень хороший, то значит он уехал в Чукурдах куда-нибудь из Русского Устья. Вот. И они реально, те люди, которые, как Богдан сказал, есть какой-то процент, который хочет уехать. Особенно, этот процент больше преобладает у молодежи. Они видят в интернете вот эту прелесть жизни в Якутске, в Москве, в Сочи. Но основная масса, они реально счастливы там. Потому что такой открытости, такой честности, такой вот правды жизни здесь, конечно, нету. И поэтому они очень хорошо там живут. Здравствуйте, меня зовут Наталья, и все, что вы говорите, очень откликается в душе, в сердце и в уме, потому что мой папа белорус, он всю жизнь прожил на севере и так и не смог уехать. Нет таких просторов, нет такой рыбалки, как в Якутии, и он здесь всю жизнь прожил, остался и, в общем, здесь нашел свое место. Мой вопрос такой. Я сама из Верхоянска, я наблюдала за вашим путешествием, не так тщательно, может быть, и пропустила тот момент. Были ли вы на горах Киселях? Вот вопрос. Были? То есть мы были на... Вы были в Верхоянске самом, да? Да, на самих горах, которые в Киселях мы не были, но мы были на Кигеляхах на Новосибирских островах, то есть понятно. На станциях. Мы подъезжали, как называется, где между Белой горой и Чукурдахом? Улахан-Сис. Но на Киселяхе, где мы не доезжали. И вопрос какой? Нам все сказали, что нужно приехать летом. Поэтому летом мы приедем туда и обязательно посетим. Дело в том, что в Батагае мы задержались на целую неделю. Он настолько оказался интересен, что, плюс там у нас надо было запчасти, но мы ни на день, ни на минуту не пожалели, что мы неделю провели там, мы посетили провал, мы были в Верхоянске, в окружении Батагая везде. И Киселяхи,
горы, да, специально оставили на отдельный проект, чтобы летом туда приехать. Правильно, потому что вот что удивительно, я сама из Верхоянска, но я ни разу не была на Киселяхах. Я узнала о них, будучи уже здесь, в Якутске. То есть мы сами, якутяне, даже про свою родину толком не знаем ничего, потому что она настолько огромная. Мы только начинаем ее открывать, и даже наши местные жители по многим тем местам, где вы побывали, они не были. И мы только начинаем открывать эти места, и даже горы, реки, некоторые озера не имеют названий вообще, то есть они настолько дикие, но в этом есть ее красота. Насчет Киселяхов, вот я узнала уже здесь, местные туда вот практически не ходили. А потому что не знают? А потому что не только даже не знали, там гора пускает не всех, говорят. Да, потому что вот туда нужно идти с особой энергетикой, с уважением. Это вот не как просто поплясать, посмеяться и так далее. Да? То есть как в Тибет, да? Вот с особой вот такой какой-то, с каким-то посылом, с какими-то мыслями. Вот я сама фотограф, я хочу туда поехать, но я пока морально не настроилась. Люди туда ходят вот именно к шаману, советуются, пустит ли тебя гора или не пустит, и только после этого идут. Потому что если люди идут с плохими мыслями, у них начинает болеть голова, у них там что-то происходит, неприятности какие-то. Поэтому к этому путешествию нужно готовиться, да, очень основательно, но там очень красиво. Те люди, которые там побывали, это очень необычное место по энергетике, вообще по всему. Поэтому правильно, что вы решили отдельную вот такую веху посвятить этому месту. Спасибо большое. Я хочу вручить вам небольшой подарочек от себя. Я выпускаю книги, фотограф, и здесь как раз у меня последняя книга посвящена небольшим путешествиям по Якутии. Надеюсь еще вас здесь увидеть. Спасибо, что открываете людям и миру наши места. И очень рада вас здесь видеть. Спасибо. Махтал. Спасибо большое. Спасибо. Я на самом деле на вас подписан. Да. А можно вдогонку про кигеляхи спросить, которые вы видели в арктической части? Говорят, вот Наталья начала о том, что горы говорят с людьми. Почувствовали вы какую-то энергетику, когда их увидели? Потому что, это, наверное, вообще другое крышесносное такое зрелище, когда вот действительно ничего нету, и тут такие останцы. Вот что-то вы услышали? Горы с вами говорили? Вы знаете, с нами говорили в тот момент эмоции. Мы все-таки добрались до Новосибирских островов, и это самые северные кигеляхи, которые есть на территории Республики Саха-Якутия, за исключением подводного хребта. То есть, если вы знаете, то вот эти кигеляхи, которые проходят по Новосибирским островам, они потом уходят под землю. И это хребет Ломоносова, который идет практически до Северного полюса. То есть, это такой большой хребет. И вот эта часть этого хребта проходит по Новосибирским островам. То есть, мощнейшая горная система, которая находится под водой. И вообще, если говорить об этой горной системе, то, скорее всего, земля Санникова, которую видели, это действительно на тот момент была землей. Потому что сейчас, исходя из научной точки зрения, Новосибирские острова – это просто лед, чуть-чуть перемешанный с грязью и с небольшим количеством плодородной почвы сверху. Все остальное – это просто лед. И каждый год океан отгрызает просто львиную долю этих островов, потому что он просто размывает лед. Нагрев солнечных лучей вот этого грязевого льда, он не отражается, он нагревается, и вода просто тает. Поэтому эти бивни там оттуда так и торчат, потому что они, естественно, размываются. И каждый год эти острова, они просто уменьшаются. А что касаемо земли Санникова, которую, скорее всего, Санников и видел на горизонте, то это как раз очень похоже на этот хребет, который проходит там. И сейчас не зря там есть, как она правильно называется, полынья? Великая сибирская полынья, которая, собственно, не замерзает. И там ученые уже давно определили, что там есть определенная своя микрофлора, то есть там действительно тепло. Скорее всего, на дне есть действующий вулкан. И, наверное, из-за определенных сейсмических действий эта земля просто, либо она погрузилась под воду, либо она просто растаяла.
Вот. Но это полынья есть и действующий вулкан на дне есть. Поэтому если говорить про самые северные Кигеляхи, то они у вас под водой. А если про самые северные, которые на суше, то они на Новосибирских островах. И когда мы приехали туда, нужно было выключить эмоции, наверное. Но вы не представляете, какие нас там перебирали эмоции. На один из киселяхов мы залезли с Сашей. Да. И даже после этого мы скатились с него. То есть, это было невероятно. Ты находишься на вершине, ты видишь границу острова, видишь очертания Святого Носа, соответственно, материковой части земли, видишь рядом вокруг другие, все они замысловатой просто формы, это невероятно, конечно. Причем, как правильно сказали, на горы Киселях они могут пустить, могут не пустить. Точно так же сами Кигеляхи, они считаются священными, да, и они также могут пустить, могут не пустить. И вот когда мы поднялись, мы абсолютно случайно увидели устье наметенный такой, то есть это вертикальный столб практически, да, и ветер дул так, что надуло жесткий, отличный мостик, да, и мы по нему просто ногами спокойненько поднялись, то есть, летом это невозможно, и, может быть, даже больше никогда не будет возможно, просто в какой-то момент был определенные природные условия, которые создали вот этот мостик, и мы приехали и просто по нему поднялись на самый верх, то есть это было прям... Но, безусловно, за кормление Байная в нашей экспедиции отвечаю я, поэтому дедушка, если его правильно кормить, если с хорошим побуждением к нему просить, то никогда не подводил. Здравствуйте, Александра Козулина. Богдан, у меня такой вопрос немножко про туризм, про развитие туризма. Мы знаем, что очень многие предпочитают лежать на пляже у моря. Как вообще и что делать правительству, чтобы развивать туризм в Якутии, как путешествие по Якутии? Вы, как уже опытный человек в этом, проделали такой путь и послушали мнение, что люди, которые живут в Якутии, даже таких мест не знаю или слышали, но не видели, что нужно делать и насколько это может быть доступным для обычных обывателей, для людей, которые просто хотят увидеть такие же красоты и получить такие же эмоции, про которые вы сейчас нам рассказываете. Спасибо. Спасибо вам за хороший вопрос. Честно говоря, мы тоже любим поваляться на пляжах морей. Правда, в нашем случае это моря Северного Ледовитого океана. Это правда. Вот. Но что касаемо туризма, вы знаете, если брать другие регионы, то я могу вам сказать, что в десятку вы точно входите по инфраструктуре, по уникальным местам, по отношению населения региона к уже готовности принять этого туриста. Безусловно, есть, так скажем, лидеры, локомотивы, Камчатка, Алтай, Байкал, то есть те, которые уже просто не монстры. Но вы же понимаете, что если вы 3 раза приедете на Байкал, 2 раза зимой, 1 раз летом, к примеру, все уже. То есть ты его можешь проехать так, проехать здесь. То есть хочется чего-то другого. Приедешь на Камчатку, сегодня фрирайд, завтра скидукинг, послезавтра погружение, океан, море, что-то еще, вулкан. Все, надо что-то новое. И вот здесь как раз в ценовом сегменте не супер высоком выступает очень хорошо ваш регион. Политика ваших властей, в частности Арсен Сергеевич, она очень правильная. То есть, безусловно, сейчас пытаются выбить дотации на уменьшение стоимости билета, что просто в геометрической прогрессии повысит количество туристов, потому что основная затрата – это логистика на всем. То есть сначала это сколько стоят билеты, потом сколько стоит отель, а потом сколько стоит питание. А сама услуга доставки до Ямикона, она вот во всем этом, это вообще небольшая, вы же сами прекрасно понимаете. Второй вопрос – наличие инфраструктуры. И благо здесь это есть. Опять же, когда мы говорим про Ямикон и про Верхоянск, мы говорим, есть 2 полюса холода, и они уникальны по-своему. Если я хочу поехать более бюджетно, у меня есть свободная неделя и не слишком много денег, то я еду в Ямикон. Я приезжаю 2 дня туда, 2 дня оттуда, 1 день или 2 дня там, и день здесь я улетаю. Вот я уложился в неделю. Стоимость бюджета при переезде на машине вполне себе вменяемая для среднестатистического гражданина Российской Федерации, для туристов вообще просто по дешману, можно сказать. Гостевые дома есть, они сделаны, так скажем, на определенном уровне, отвечают определенным критериям. Чего-то в них нет, но это плюс.
Искупаться, где в мороз, есть. Баня там же может быть. Чисхан придет. Стелла есть. Ну все, что нужно есть. Если же я турист, и у меня есть 3 дня или 4 дня, я ограничен во времени, у меня есть деньги, я готов заплатить за скорость, то я лечу в Верхоянск. Я прилетаю в Якутск. Из Якутска в Верхоянск летают рейсы каждый день, а в некоторый день даже 2 раза в день. Я прилетаю в Верхоянск, останавливаюсь в шикарном гостевом доме Киселях, который находится в самом центре, вызываю себе обычное такси через Яндекс и еду до Верхоянска. Приезжаю туда, смотрю музей, вполне себе отличный. Ребята рассказывают, еще беру человека, который мне расскажет про провал, посещаю метеостанцию, возвращаюсь назад и на следующий день могу улететь. И в 3 дня я побывал тоже на полюсе Холда. Уникально? Уникально. 2 продукта есть? 2 продукта есть. Инфраструктура есть? Есть. Все есть? Замечательно. И вот так совсем. Что касаемо столбов. Есть ленские столбы. Хочется немножко другого, пожалуйста, есть синские, есть ботомские столбы. Что касаемо кигеляхов, есть верхоянские, есть самые близкие кигеляхи, которые максимально доступны, кигеляхи на Уснере. Пожалуйста, вы приезжаете на Уснеру, их видно прямо с дороги, вот они. То есть вы можете на машине подъехать к подножию этой сопки и за 30 минут, за 45 минут зимой, за час сходить туда и за столько же спуститься обратно. Пожалуйста. Стоимость похода туда, списавшись с местными ребятами в группе, будет заправить их бензином и там пару тысяч рублей, они френдли вас отвезут туда. Там услуги это еще нет. И количество гостиниц, гостевых домов и квартир в Уснере просто запредельное. То есть там просто вот на любой кошелек и бюджет они есть. Опять туристический продукт есть. Что касаемо арктического туризма, вот здесь немножко уже, как говорится, не хватает. Хотя просто Арктика здесь колоссальная в регионе у вас, она вот прям занимает на всю длину региона у вас Арктика. Здесь не хватает. И не хватает, знаете еще что, не хватает немножко этнической части. То есть, когда я приезжаю в Якутск, здесь есть, я могу приехать в Чучор-Муран к Герману Арбугаеву. Здесь есть кухня, здесь есть погружение в национальное, здесь можно прокатиться на собачьих упряжках, есть лошади, есть олени, все вот как бы нормально. Музей мерзлотоведения, то есть все тут тоже все замечательно. Усадьба Атласовых, тоже все замечательно. Но только я выезжаю за Якутск, это у нас заканчивается сразу. Вот сразу заканчивается. То есть нужно понять следующее. Приехать сюда и попробовать суши или роллы никто не хочет. Все хотят приехать, попробовать костный мозг оленя, попробовать язык оленя, поесть строганины, поесть салат индигирка, выпить, возможно, кумыса, как этот вкусненько это вот называется, взбитые сливки. Да, чёрчик, да. То есть вот что нужно. И то есть не нужно пытаться удивить туристам там вот высокой кухней, стейком, там что-то. Вот ему нужно же ребятина спокойная, там оленина нужна, строганина, вяленая, что. Вот все, вот это все нужно. И второй вопрос, не хватает этноса в улусах. Ты приезжаешь, ты ждешь, что ну вот давайте что-нибудь такое, а нету, к сожалению. Вот поэтому политика должна быть следующей. Развивать этническую часть, развивать самоидентификацию малочисленных народов, проживающих на территории Республики Саха-Якутия, и привлекать лидеров мнений, которые приезжали бы сюда и рассказывали об этом. Вот как мы. Наша команда приехала, мы в прошлом году были проездом через вас, когда ездили на Уилен, сняли фильм, около 30 миллионов просмотров на YouTube, 67 миллионов просмотров в других соцсетях. То есть мы имеем 70 миллионов уникальных просмотров контента про ваш регион. Даже если 10% этих человек подумают о том, чтобы приехать сюда, а 1% реально приедет, вы можете посчитать, какое количество туристов будет у вас здесь. А это только мы. А есть же еще куча людей, которые готовы приезжать. Вот. Я думаю, что нужно делать вот именно так. И способствовать, знаете, не ждать прихода крупного туроператора. Мы вот ждем, когда к нам придет Рэдисон или там Ибис. Не надо ничего. Гостевой домик
Это вот лучшее, что может быть. Многие туристы, на самом деле, особенно иностранные, едут для того, чтобы сходить не в теплую уборную, а сходить вот в эту вот отдаленную уборную, когда пока ты идешь туда, это целая экспедиция. Он собирается прям, берет там с собой ледобур, ледокор и идет по веревке туда. Вот я утрирую, конечно, но это действительно так. И вот набор вот всего этого даст хороший турпродукт. А то, что у вас уже есть и никогда не отнять, это люди, природа и мороз. Понимаете, вы единственный регион в России, единственный регион, который научились монетизировать мороз. Вы зарабатываете на морозе. Все к вам едут из-за мороза. И полюс холода – это как раз, вот, так скажем, пробник этого мороза. У меня назрел еще один вопрос к ребятам, он звучит так. Вот помимо того, что вы путешественники, вы экстремалы, вы ведь еще мужья, папы любящие, поэтому вот у меня такой вопрос. Были ли у вас такие путешествия экстремальные, в которые вы брали с собой супруг, возможно, детей? Вот я сама путешественник, тоже походник, и в каждые свои такие вылазки я беру своих детей с собой, мы вместе лазим по горам, проезжаем 1000 километров, и вообще, есть ли место женщинам в ваших экспедициях? Ну, про семейные расскажет Богдан, у него есть очень интересная история. Я расскажу про место женщинам в экспедициях. Как правило, зимние походы, они очень-очень серьезные и очень сложные и психологически, и физически, и морально. Вот, поэтому в такие поездки команда должна быть уже... Ну, нельзя ездить в такие поездки, просто собирая людей и ведя их за деньги, или просто там компания друзей интернетных собрались и поехали. Это будет катастрофа. Вот. Есть такой опыт, когда приходилось девушку, якобы экстремального фотографа, оператора, эвакуировать вертолетом, потому что просто человека накрыло, мягко говоря. То есть вызывал вертолет, чтобы приехал, ее забрал. Вот. А были, наоборот, случаи, когда девушка была просто локомотивом всей поездки, когда месяц мы там рубились в торосах, все ломалось, а она раньше всех вставала, пока мы продирали глаза, уже была готова еда. Она понимала, что мы крайне напряжены, и очень сильно разруливала этим обстановку. То есть она раньше всех вставала, быстро готовила, быстро улыбалась, все это такой железный человек. То есть девушке есть место девушки в поездке, но нестандартной девушке, скажем так. То есть обычным девушкам в таких поездках будет крайне тяжело, это точно. Ну, Саша правильно сказал, у меня есть своя история. В далеком 2016 году, когда я впервые отправился в Арктику с проектом, с большой экспедицией, мы поехали в Тикси и проезжали как раз через ваш регион. Тогда я с собой взял свою девушку, она теперь уже моя жена, мать моих детей. Вот. И я думаю, если она выдержит меня в Арктике, если она выдержит вот все вот эти невзгоды Арктики, вот все то, что я вам говорил, в уборную по веревочке вот туда в неизвестность, мороз, вот это все, белые медведи и все такое, то она, наверное, выдержит и меня. Вот. Мы поехали, доехали до Тикси, вернулись назад, и, знаете, она меня выдержала. И я подготовился заранее, купил кольцо из якутского золота с якутским бриллиантом, и, как и все девушки, мечтают, чтобы им сделали предложение на южном побережье моря. Я выбрал южное побережье моря Лаптевых и сделал ей там предложение. Она, безусловно, сказала «да», потому что если бы она сказала «нет», я мог бы ее там оставить. Вот. И сейчас мы живем счастливо, у нас 3 детей, и она является важным координатором на большой земле. То есть наши, вот они вместе с Павлом, вся взаимодействие с партнерами, со СМИ, с какими-то сложными вопросами, которые нужно решить здесь и сейчас, мы по спутнику делаем звонок, и на большой земле запускается машина по решению любых вопросов. Поэтому Влада является частью нашей команды даже сейчас, когда она находится на большой земле. И девушкам место в экспедициях однозначно есть, если они понимают, куда едут, готовы к этому, и самое главное, имеют вот этот сильный стержень, несмотря на свою очаровательную внешность и женственность. Поэтому, конечно, да. Если есть еще вопросы, да, можно задать, и я думаю, что будем потихонечку уже завершать. Здравствуйте, команда. Все объехали, все поговорили, но хотелось бы узнать про техническую часть.
всей этой экспедиции. Вопрос касаемо автомобилей тебе и Сане Елику. Вопрос касаемо всей техники, которую с помощью него снимали контент. Какие-то, может быть, у вас свои мнения касаемо вот этих... Потому что вот эта часть многих интересует, помимо всего. Ну, здесь у нас с Богданом немножко разные такие касаемо автомобилей взгляды. Я считаю, что едет человек, а не машина. И, в принципе, на любом ведре можно доехать до любого места. Самое главное, чтобы ты был профессиональным автомобилистом, профессиональным механиком. И когда мне говорят, что вы на каких-то Тойотах едете, вот поедете на УАЗиках, я всегда говорю, вот с моё на УАЗиках по Арктике отъездите, потом поговорим. Поэтому на любом советском, российском, если что, я путешествовал по Арктике на Запорожце в свое время. Вот, да. То есть на любом автомобиле можно доехать куда угодно, абсолютно нормально, но для этого нужен опыт. Без опыта, конечно, нужно более тщательно выходить к выбору техники, к выбору автомобиля. И, как правило, 99,999% всех путешественников – это обычный автолюбитель. Вот обычный автомобиль должен ехать на новом автомобиле, в первую очередь, и тщательно подготовленным в плане снаряжения. Тогда проблемы у вас будут только какие-то вот природные, с машиной проблем не будет. Саша все правильно сказал. Он может уехать на чем угодно, но я придерживаюсь другого мнения. Зачем ехать на ведре, если есть Toyota? Потому что Toyota все-таки может тебя и завести куда угодно, и самое главное вернуть обратно. Поэтому, что касаемо автомобилей, с 2015 года для своих поездок мы выбираем автомобили марки Toyota. Последние 2 года мы перешли со стоковых машин, то есть до этого мы вообще брали машины из салона, просто садились в них, ставили картонку перед радиатором, автоодеяло, ставили дополнительный свет, потому что там действительно темно, когда едешь по торосам, и все остальное было стоковое, и на этих машинах ехали вот там далеко. Сейчас мы, еще раз говорю, немножко отодвинули вот эту часть героического преодоления, потому что она немножко отвлекает от съемки фильма интересно. То есть нам интересней приехать к месту вот этой вот самой загадочной точки за 2 дня, чем рубиться туда 10 дней, а лучше 8 дней поснимать там и пообщаться с местными и узнать о каких-то интересных местах. То есть немножко поменялись ценности и ориентиры. Вот последние 2 года мы ездим на подготовленных автомобилях. Это исландское тюнинг-ателье Arctic Trucks. Машины мы готовили у них. Вот. Машины забрендированы в красный цвет, стали уже узнаваемые не только на территории Якутии и других регионов России, но и за рубежом. Мы уже получаем огромное количество фидбэка оттуда, что это ваши красные Тойоты. Вот, это уже стало фирменным нашим цветом. Что касаемо всей остальной техники, то большая часть оборудования на автомобилях, она проходит определенные испытания. К примеру, у нас есть амортизаторы от Каяба Скорчеда, которые мы тестируем. Вот представьте себе, в этом году вы все знаете, в Якутии были экстремально низкие морозы не по своим самым низким показателям, а по количеству этого времени. То есть обычно мороз поджал и чуть-чуть подспал. В этом году мы застали температуру минус 62, и температура минус 55, минус 60 длилась у нас очень долго, вот прям очень долго. И вы представьте себе, что такое ехать в этот мороз по зимнику, который по качке, где у тебя все прыгает, где у тебя каждая резинка скрипит, все это. И вот это был тест-драйв абсолютно всего оборудования, которое было у нас. Стойки Каяба, подвеска ЦТР, салонных отопителей Эбершпехер, вот все, что у нас там просто было, все проходило вот жесточайший тест-драйв. После тест-драйва, вот опять же, мы сняли эти амортизаторы, подписали на них тот температурный режим, в котором они работали, количество километров, которые они проехали, и отправили их в штаб-квартиру, сейчас отправляем их в штаб-квартиру в Каяба в Японию. Ребята в Японии разберут эти амортизаторы и на основании наших тестов усовершенствуют их. Плюс мы дадим свою рекламацию, мы понимаем, что нужно сделать, чтобы они были лучше. Они эту рекламацию примут, научно ее доработают, проведут тесты, и со следующего года или через год на рынке появятся новые улучшенные амортизаторы Скорчеда, которые делают морозы, которые держат морозы ниже минус 50 и не выходят из строя. То
То есть поэтому это вот еще такая вот определенная часть. То же самое, что касаемо каких-то пыльничков. Вот, то есть мы тут активно тестировали пыльники от компании CTR. У нас было их несколько видов, так скажем, там, более мягкие, более жесткие, более такие. Вот мы везде были разные, и мы смотрели, как они выдерживают. Там, эти не выдерживают, эти вот наоборот выдерживают. Тем самым тоже компании для изготовления, для российского рынка будут выбирать более подходящие какие-то вещи. Потому что вот представьте себе, провести такой тест-драйв даже компании с мировыми брендами, они просто не могут, потому что у них это вот, не укладывается в голове, как это можно сделать. А мы как бы так по пути, почему бы и нет. Вот. Что касаемо техники, наверное, ответит Влад и Саша. Вот, расскажите, как у вас техника? По поводу техники, на самом деле, тут тоже большую часть играет опыт, потому что ты не можешь в Google ввести, как снимать в минус 50, в минус 60, в минус 40. У тебя есть определенная техника безопасности, а остальной опыт. Вот недавно случай был, я подписан на классного фотографа автомобильный, они приехали снимать на озеро, выставились, началась съемка, ничего не работает. Они собрали технику, сели в машину, отогрелись, и через сколько они отогрелись, полчаса, и съемка продолжилась. В этом году, я, наверное, уже полгода мы перешли на Panasonic, на Lumix. И самый такой тест-драйв у нас был первый, это был Кавказ, когда мы 2 часа снимали в ливень, то есть вот так выглядел фотоаппарат. Ни пакетика у меня, ничего не было. Через 2 часа пошел снег, мы проснимали еще час в снегу, и снег закончился, пошел опять ливень, еще часик мы прилипли, и техника выдержала. И вот когда ехал в Арктику, я могу ей спокойно доверять ей. То есть я знаю, на что она способна, я знаю, на что способны Акумы. Я также снимаю давно на объективы Sigma, и тоже 100% доверие. Но маленькую технику безопасности, там запасные аккумуляторы, выйти на съемку с полным аккумулятором на улицу, заранее его включить. Вот такие вещи я раньше вообще не знал. То есть я вышел, поснимал, спрятался, а объектив запотел в тепле. Все, дальше что делать? Полчаса отогреваться. Есть определенная тоже техника, оставил технику на улице включенной и вернулся обратно, продолжил снимал дальше. Влад. На самом деле, да, Саш, ты натолкнул меня на мысль, что надо где-то разместить информацию о том, как снимать в минус 60. Вот, я думаю, что по приезду я напишу. Мы в прошлом году выступали на слете блогеров, мы рассказывали об этом. Ну вот, да. Да, нам предоставляют технику Panasonic Lumix Russia. Это, допустим, у меня камера S1. И, как говорил уже Богдан, мы снимаем этот сезон в 4К. И данный аппарат просто превосходно справляется, потому что 4К – это энергоемкая такая история, и должны быть полностью, все устройство камеры должно быть отточено на то, чтобы снимать в таком формате. То есть эта камера не должна перегреваться, аккумулятор должен продолжительное время работать в этом режиме и записывать большие объемы, потому что я снимаю сейчас не просто короткими какими-то шотами, а это бывает там 20-30 минутный одним кадром. То есть я снимаю эпизод одним кадром. Дальше на монтаже уже отрезается все, что не нужно. Поэтому камеры справлялись отлично. Действительно, мы тестировали минус 60. И поразительно, что справляется. Единственное, как бы у всех камер экранчик жидкокристаллический, он замерзает. И, соответственно, такая появляется как бы плавающая картинка, и сложно с фокусом, потому что ты не видишь фокус, потому что она просто плавает. Поэтому обязательно либо на объективе, либо на экране должно отображаться расстояние до объекта. И у меня уже появился такой навык, что я, вот, когда снимаю, я оцениваю расстояние до объекта. То есть 2, 3, 5 метров, 10, бесконечность. И таким образом я фокусируюсь. То есть вот как-то, то есть как правильно сказал Саша, да, большой опыт нужен, и надо написать статью. У нас есть опыт, если вот на Lumix у меня вот тоже доверие к технике. Я вижу, что у меня лагает, я повернул фотоаппарат, а кадр у меня еще идет там слева, где-то продвигается. И если у меня на Lumix он зависает, то у меня были случаи, когда я снимал в минус 40, минус 50, а экранчик начал сыпаться, и ему наступила хана.
То есть, а вот здесь как бы мы прошли уже 1,5 месяца, а фотоаппарату вообще полностью ничего. Одно из самых опасных – это идет перегрев матрицы. То есть у вас здесь получается внутри вода, вы выносите фотоаппарат на улицу, он замерзает, вы нажимаете, он ломается. Ну, то есть это образование конденсата. Да. То есть когда камера полностью промерзает, то когда ты заносишь в тепло, то возможно образование капель воды на матрице. И потом эти капли замерзают на матрице и убивают пиксели, которые находятся на матрице. Мне кажется, мы замучили техническими вопросами всех. Да, как бы просто мало кто на самом деле об этом рассказывает. И тоже Значит, нужно будет однозначно сделать про это, может, отдельное даже видео у нас на канале. Ну и если еще говорить про тесты, то, безусловно, мы тестировали масло. Мы уже не первый раз используем российское масло Лукойл. Есть много всевозможных аналогов, но ребята, так скажем, на основании наших прошлых тестов улучшили формулу нынешнего масла. И вот сейчас мы опять по завершению арктических опять сливаем масло, отдаем его на тест, они опять его улучшат. Потому что 1,5 месяца машины не глушились вообще. То есть мы глушили их там несколько раз, когда завозили в тепло, но это была не арктическая часть. И то есть машины прошли 10 тысяч километров, а моточасов там, я думаю, там 30 тысяч километров. То есть там как километр за 3 у нас, как в Арктике считается. Вот. Ну и всевозможно еще там японцы, там еще нам щетки Денса мы специально тоже зимние. То есть, в общем, все то, что вот нужно испытать в суровых климатических условиях, мы испытываем на себе. Вот, если есть еще какой-то вопрос, да? Добрый день, меня зовут Гаврил. Вот давно за вами наблюдаю, где-то год, наверное. И вот у меня такой вопрос, 2 вопроса. Вы упомянули то, что хотите приехать летом, да? И у меня такой вопрос, планируете ли вы посетить центральную Якутию, в частности, Амгинский улус? Там у нас, получается, есть красивые места и как бы тоже исторические достопримечательности там можно посмотреть. И второй вопрос. Я вот наблюдал у вас в канале, да, Богдан? И там у вас есть семейные путешествия. Я вот хотел уточнить, у вас еще будут такие видео? Собираетесь ли там семейные путешествия делать? Что касаемо семейных путешествий, да, они однозначно будут. Сейчас вот пацаны подрастут и можно будет ехать. Но для, наверное, семейных у меня есть канал второй, и мы сейчас активно его будем развивать для того, чтобы немножко отвести такие, так скажем, фановые проекты и с более профессиональными проектами. Потому что когда ты смотришь, то есть миллионная аудитория смотрит путешествия, а потом ты им показываешь немножко более такие личные, то есть, так скажем, они не про путешествия, не такие профессиональные, а более туристические, то многие говорят, я сюда пришел смотреть вот эту всю красоту, а не вот это, грубо. Поэтому мы сейчас все вот проекты там постройки машин, постройки домов, всякое там путешествие с семьей, все будет на втором канале. Скорее всего, это будет про путешествие лайф, мы на него будем развивать. А на основном будет только профессиональные крупные проекты с такими вот интересными подачами. Это обязательно будет. Что касаемо лета, мы обязательно приедем. Про это сейчас расскажет Саша. И планы у нас там грандиозные. Да, вот как я говорил до этого, что чем больше мы ездим по Якутии, тем больше у нас проектов именно вот по этому региону. Летом сейчас уже разработаны Колыма, Индигирка, Яна и Новосибирские острова. Плюс это вот уже что мы собрали в кучу, в принципе, вот поняли концепцию это все разные поездки. Вот, этих поездок и надо ехать, да. Вот. Плюс у нас еще есть мысль побережья. Не просто побережье, а экологический мониторинг. Мы об этом потом еще скажем, не сейчас, не здесь. Вот. То есть уже помимо этноса и привлечения туризма еще и практическая цель, которая будет в нашу команду, войдут профессионалы, экологи, да. Вот. И то, о чем вы сказали, знаете, я хочу обратиться ко всем жителям Якутии. Ребят, вы все с разных улусов, вы все с разных районов, с разных уголков. Если вы
знаете о своих местах что-то интересное, мы открыты, и мы с интересом узнаем от вас, и с интересом поедем туда, и посмотрим, и расскажем. И это прям было бы здорово от вас вот эту вот обратную связь получить, и прям ждем интересных вещей. Вот я еще добавлю, я у Натальи видел у вас в Инстаграме, по-моему, фотографии на подвесном мосту, да, были? Да. Вы знаете, да, я видел этот мост, наверное, раз 10, проезжая по федеральной трассе Колыма. И я видел его, и я думаю, как же к нему спуститься? Ну как? Ну он же там же, да, там же как-то, я уже останавливался, смотрел, думал, уже хотел и дрона поднимать. И в какой-то момент, ну вот когда ты думаешь о чем-то, у меня всплывает где-то в Инстаграме ваша фотография, только в каком-то паблике. И он вообще даже не про Якутию был, просто паблик какой-то, всплывает мост, и я такой говорю, так это этот же мост. И я начал быстро искать, перешел к вам, смотрю, точно это этот мост. Вот, надо обязательно обменяться контактами. Вот это уникальное место, которое находится под боком вообще, вот, то есть по пути в Оимикон, там, или там по пути просто по федеральной трассе Колыма. Да. Таких мест. Спасибо за ответ. Да, поэтому мы открыты. Если у вас есть какие-то интересные места, то считайте, что мы уже там. Здравствуйте, меня зовут Варвара Кулаковская. И, наверное, уже под конец, под занавес, да, я извиняюсь за опоздание. С опозданием пришла, в общем, да. Я представляю наш самый северный клуб автоледи, женской автоледи, да? И сегодня я хочу вам вручить наши подарки. К сожалению, руководитель болеет, поэтому не подошла. От имени Лены Байшевой, которая в 2003 году совершила первое женское автопутешествие, вот хочу подарить книгу. И в 2019 году, как вы уже сказали, да, то, что на ведрах ездят. Ну, у нас, конечно, не такие, да, машины были, но в 2019 году мы совершили более, наверное, гуманитарную поездку в самый северный улус. Это Булунский, село Таймылыр, и 5 женщин совершили тоже такое путешествие. И от имени нашей команде самых мужественных, отважных мужчин хочу подарить наши... Да, давно следил, давно знакомы, давно мы друзья с Еленой Байшевой в Фейсбуке, и следил онлайн за этими поездками, за всеми. Это реально уникальные женщины, которые ездят, и причем не только на автомобилях, а ездят по самым труднодоступным уголкам, в первую очередь Якутии. Просто уникально, и прям низкий поклон вам за то, что вы делаете. А я на правах руководителя нашего экспедиционного центра в лице вас хочу поздравить всех якутских женщин и вообще всех женщин, которые сейчас смотрят нас в режиме реального времени, с прошедшим 8 марта. Я могу сказать, что если бы не было вас, то не было бы ничего вот этого. Спасибо вам большое. Давайте сейчас все соберемся, сделаем общую фотографию, и если кто-то хочет пофотографироваться или пообщаться, то мы открыты к этому. Спасибо вам большое еще раз. Вам хорошего дня всем. Спасибо. Махтал. Махтал до гор, как говорят мои якутские друзья.